Здравствуйте, дорогие якутяне! В эфире новости без цензуры и пропаганды от фонда «Свободная Якутия». Из Якутска призвано более 1700 человек на войну с Украиной. И хотя военкомат не дает информации по количеству мобилизованных и добровольцев, цифра стала известна благодаря мэру Якутска. Утечка произошла из-за инцидента с некачественным продуктовым набором, доставленным одной из семей соучастника СВО. Евгений Григорьев, или в простонародье Жека, поспешил устроить проверку и наказать виновных, а также прокомментировал, что это уже 4-й по счету продуктовый набор семьям участников СВО в Якутске. И в этот раз охвачено 1725 адресов, и это первый подобный инцидент, сказал мэр. Помимо моста, строительство которого анонсировано уже бесчетное количество раз, есть еще один проект, который сдается в эксплуатацию с 2014 года. Это, конечно, якутский онкоцентр. На этой неделе Айсен Николаев зашелся в праведном гневе и, чуть ли не сотрясая кулаками воздух, угрожал снести головы чиновникам, застройщикам и подрядчикам, если до конца этого года онкоцентр окончательно не построят. Очевидно, что кипучая деятельность вокруг социально значимого объекта вызвана недавним выступлением Мишустина, где он упомянул, что онкоцентр находится на стадии завершения строительства, при том, что финансирует объект из федерального бюджета. Есть риск, что первой полетит голова Айсена Сергеевича. Цели до конца не определены, задачи вряд ли будут достигнуты. Для цементирования власти и людей, ее обслуживающих, глава Следственного комитета озвучил очередную идею. Спойлер, для этого опять нужно будет менять Конституцию. Александр Бастрыкин посетовал, что нужно сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить их в основном законе страны. То есть, по мнению Александра Ивановича, на данный момент страна не обладает ни идеологией, ни целью общества. Соответственно, назрел вопрос: какого рожна вы вообще творите? И какие цели преследуете, идиоты? Якутия.Инфо на этой неделе опубликовала статью, в которой эксперты высказались о возможных последствиях от санкций, наложенных на алмазодобывающую отрасль. Так, по мнению одного из экспертов, возможное сокращение производства в алмазной промышленности, консервация некоторых самых капиталоемких, затратных объектов приведет к оттоку населения из Западной Якутии и росту безработицы. Кроме того, также в статье указывается на то, что Алроса уже испытывает технологические проблемы, связанные с ограничением поставок современной техники и оборудования. В тяжелом горном производстве срок выбытия амортизации техники очень небольшой, замены адекватной нет и не предвидится. На этом все, до скорой встречи.